Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 14 апреля 2023 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Reality и в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнают правду. И как обычно, я вас всех, друзья, приветствую и рассказываю вам о сводке общих боевых потерь фашистов в Украине с 24 февраля 2022 года по 14 апреля 2023 года. За прошедшие сутки уничтожено 500 оккупантов. Итого их число достигло 181 090 человек. 4 танка. Итого их достигла цифра 3650. 16 боевых бронированных машин. Итого 7069. 7 артиллерийских систем. Итого 2784 и РСЗО 535, 0 за прошедшие сутки, 283 антиаэркрафт, 0 за прошедшие сутки, 307 самолетов и 203 вертолета, соответственно, каждый 0 не летают русские оккупанты, значит их не сбивают. 2339 БПЛА сбито, 0 за сутки, 911 крылатых ракет, 0 за сутки, 18 кораблей катеров, 0 за сутки, 3 автомобильные техники и цистерны, итого их цифра достигла 5640 единиц, и одна спецтехника уничтожена, и их цифра достигла 321 единицы. Ва алейкум ассалам. Тип еще тот. И все, кто сюда вновь заходит, друзья, приветствую. Мадина, Хамзат, Довели, Асламбек, Бамут, Файтер Израиль. Всех я вас приветствую. Ва алейкум ассалам. Шавега, Марши, Мокши, Довельшу. Чем больше орков убиваешь, тем больше нравишься ты им, пишет Файтер Израиль. Да, им нравится, когда их жестко наказывают. Нравится. Какой-то такой мазохизм какой-то у них. Нездоровый. Хаймерсы мстят за убитых Ичкерии в Украине. Совершенно верно, Астамбек. Мавидину, алейкум ассалам. Всех я вас приветствую. Друзья, всех до единого. Привет из Казахстана. Лиза, приветствую тебя. Приветствую. Казахстан, приветствую. Тебя приветствую. На странице Facebook Генерального штаба Збройных сил Украины вывесена фотография, фотка такая. Великобритания, США, Канада, НАТО. И написано «Великие друзья великой краины». Великие друзья великой Украины, великой страны. Трудно не согласиться. Отличные друзья у украинцев, верные друзья, я могу сказать, надежные. И я думаю, что нам, чеченцам, нужны именно такие друзья. Великобритания, США, Канада и, конечно же, Чеченская республика Ичкерия должна войти в военный союз НАТО. Обязательно мы к этому будем стремиться, обязательно этого добьемся для безопасности нашей. Да, Алмулла. Всех вновь зашедших приветствую, СЦ, все. Довели, ДРС, Хуйль, Довели. Все будет Ичкерия. Обязательно, Довели. Спасибо большое за поддержку. Сегодняшний свой стрим я назвал «ФСБ проведет поголовную мобилизацию россиян на войну». Об этом мы уже, наверное, год говорим. Мы еще говорим до мобилизации, что она может быть. Но когда уже она началась, то вот с сентября месяца призываем всех покинуть фашистскую Россию. Тот, кто не смог покинуть фашистскую Россию,
я обращаюсь к чеченцам, в первую очередь чеченцам, кавказцам. Вы должны сделать все возможное, ну и нормальным русским, которые не хотят идти на эту войну, ну и другим народам, которые проживают в фашистской России. Вы должны сделать все возможное, чтобы не пойти просто на эту войну. Сейчас ввели новые правила, что теперь достаточно вам прислать уведомление на ваш электронный адрес или на вашу страничку госуслуг. Она есть у многих, но не у всех. И повезло тому, кто ее не сделал, эту страничку у себя в госуслугах. И людям будет приходить повестка, они не могут, они очень боятся. Если бы Россия, если бы россияне, проживающие в этой фашистской, богом проклятой стране, знали бы, как сильно их боится ФСБ, как сильно они боятся вас встревожить, что вы подниметесь, вы бы, наверное, уже давно поднялись бы и смели бы этот фашистский режим. Но, к сожалению, народы России из-за того, что главный, самый большой народ в этой фашистской стране, русский народ, всегда был разобщен, относился, как и положено, фашистам, по-фашистски кавказским народам, другим народам, которые проживают в этой богом проклятой стране. Из-за многих фактов, да, это, конечно же, искусственно навязывалось, я в этом не сомневаюсь нисколько, но в этом и есть суть и скрепа русского народа, что русские они великие, все остальные так, поскольку они должны жить по русским законам, говорить на русском языке, ну и так далее, и так далее. Поэтому это подтверждает то, что они не вас всех забревают, россияне, я к вам обращаюсь, они вас вынуждают самих просто приходить в военкоматы. Тот, кто получит или же кому будет прислана вот эта электронная повестка, и тот, кто не явится, того будут лишать водительских прав, там он не сможет заниматься бизнесом, открывать там счет в банке. Разные будут делать такие преграды людям, создавать проблемы. Это говорит о том, еще раз, это говорит о том, что они вас боятся вас вызывать, насильно забирать. На всех ментов не хватит, на всех, и они это прекрасно понимают. Поэтому задача номер один — не пойти в этот военкомат, не пойти на эту военную службу, даже если вас насильно поведут, ну я не знаю, скрывайтесь, режьте вены резать нужно не в этом месте, как это делают зэки, я могу сказать, а вот в этом месте. Это не так опасно, вернее, это почти практически не опасно, но я ни к чему не призываю делать вас такие экзекуции, но лучше порезать себе руку, чем погибнуть на этой преступной войне, убивая невинных людей только лишь за то, что они не хотят жить в этой богом проклятой фашистской стране. Чеченцев я давно призываю, говорю, не находитесь дома, готовьте себе место, где можно спать, уходите в лес, живите, я не знаю, в землянках. И кто хочет выехать, у кого есть возможность выехать без загранпаспорта, это Армения, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь я не советую ехать, все не советуют ехать в Беларусь. Кыргызстан, Казахстан — это страны, где к нам отнесутся очень хорошо, это страны, куда нас выселяли, там есть чеченские диаспоры. Казахстан в этом плане, хоть он и изображает из себя, что он как бы противник России, на самом деле является пособником, на мой взгляд, я могу ошибаться, но по поступающей информации Казахстан является пособником фашистской России, поэтому нужно постараться уехать куда-нибудь в Киргизию, например. Да. Армения тоже, как всегда, союзник фашистской России. Много прорусских армян, они всегда были прорусскими, веками были прорусскими. Сейчас, правда, некоторые армяне начинают менять свое мнение
по поводу фашистской России. И есть вероятность, что из Армении не выдадут, но Армения есть Армения. Друг России есть друг России, имейте в виду. Поэтому вот такая вот ситуация, какая на сегодняшний день существует. Давайте на эту тему и на другие темы с вами поговорим, друзья. Центуриону алейкум ассалам. Так. Аслан, не боится ФСБ бунта крепостных? Я видел своими глазами в Москве, как крепостные в начале 90-х годов испуганно убегали от мусоров. И один украинец незнакомых писали за старика. Файтер Израиль, я, конечно, с тобой согласен, что они убегают и что они как бы слабоваты в этом плане. Но сейчас ситуация в корне меняется. Сейчас на арену, на улицу могут выходить люди, которые должны сражаться. Не просто выходить там с белыми листочками или с белыми бантиками, шариками, как их учил Навальный. А выходить нужно уже по-серьезному. Так выходить, как Украина выходила на Майдан. Как она сделала так, что Янукович сбежал в Россию. А Путин пускай бежит в Китай. Вот что нужно сделать. В противном случае, конечно же, ничего не получится. И если будет мало людей, не получится. Но вот в 2011-2012 году, когда были митинги, и Навальный, Собчак там, и другие там Яшины сливали этот митинг, мы все там были, многие там были, я тоже на этих митингах был. И мы все хотели, вот вся толпа вот вокруг нас, мы общались, разговаривали со всеми. Мы готовы были идти к Кремлю, мы готовы были драться, стоять, нам не уходить с площади. Но Навальный, как когда-то Ельцин на Лубянской площади призывал не штурмовать здание ФСБ, тогда это КГБ. Также Навальный, фактически Навальный и другие, не один Навальный, фактически слил эти митинги и сейчас как бы изображает из себя там Нельсона Манделу, который сейчас должен выйти и возглавить уже там новую Россию во главе с хорошими русскими и Российскую Республику, которую КГБшник Гудков, Пономаревы, там разные Фейкины, Илларионовы и другие создали, уже новую конституцию написали и так далее, и так далее. Об этом тоже есть сейчас, затронем, поговорим. Поэтому, ну что делать? Что-то нужно делать, и пускай делают. А чеченцам я посоветую беречь себя, не говорить о своем мнении, ни в коем случае, ни словом, ни взглядом, ни мыслью не высказывать. Да, если мысли высказываются, никак не проявлять себя как противника, потому что это может закончиться сейчас массовыми расстрелами, массовыми репрессиями. Все будет только усиливаться, Украина готовится к полномасштабному контрнаступлению, русские этого очень боятся, просто до паники, паника мощнейшая сейчас ощущается. Как на фронте ощущается, они, конечно, будут первыми сметены, так и в верхах, в Кремле, на Лубянке, все это ощущается, и я очень надеюсь, что с ними будет очень правильно поступлено, скажем так. Ассаламу алейкум. Кому безопасно, ставьте лайк, ставим. Георгий Кева, алейкум салам, витаю тебя. Слава Украине, волю Ичкири, героям слава. Аслан, наши ровесники будут призывать, как ты думаешь? Ну, если речь о моем возрасте, ты имеешь в виду, то до 50 или 55 лет будут призываться. Ну, смотрите, сейчас апрель это призывной месяц начинается, весенний призыв начинается. И первые сейчас они будут оттачивать это свое новое правило, будут оттачивать на призывниках. Все призывники, которые будут призваны, вот сейчас весенний призыв,
будут отправлены на фронт. Так же, как те осенние призывники, которые уже призваны, и уже некоторые уже находятся на фронте. Мяса не хватает, людей не хватает. Каждый день Украина уничтожает этих оккупантов. И будут призывать всех. Мобилизация всего российского фашистского государства будет происходить. Для того, чтобы, во-первых, мобилизовать все население, во-вторых, чтобы взять это население под контроль. Путин, понимая, что он проиграет эту войну, он не себе банда ФСБ. Это никакая не война Путина. Никто меня в этом никогда не сможет убедить. Это война фашистской России. И здесь агентура, которая действует, здесь в Европе имеется в виду, которая действует, она продолжает работать на воссоздание Советского Союза. Вот у них у всех одна цель. Если вы их послушаете, если вы прикинетесь простачком, или если вы дадите им высказаться и поддержите Советский Союз, они все топят за Советский Союз. И это их единственная цель, которую они преследуют. И они ее будут дальше преследовать. Поэтому будьте начеку, будьте готовы ко всему. Так, которого мусора избивали, а крепостного втягивали в голову плечи и быстро убегали подальше. Это было по утверждению самих крепостных самое свободное время у них. Так, всем доброго вечера, времени суток. Бюстикрил масера маршова леди, Фрея, шавега маршвойль. Ва алейкум ассалам, минде. Ни один чеченец не должен рыпаться, они этого и ждут. Брат, никогда не получается у нас созвониться. Завтра, когда тебя по скайпу можно набрать. Витаю тебя. Ну, можно после обеда набрать. Набери, пожалуйста, мне после обеда. Ну, часа, наверное, там в 3, наверное. В моем городе появилась улица Джохара Дудая, великого человека. Витаю. Витаю вас, Светлана. Да, я знаю, в Украине уже в нескольких городах уже появилась улица Джохара Дудаева. Слава Украине, спасибо, Украина, спасибо. Так, давайте почитаем, что у нас говорят в ТикТок. Так. Маршал Хиль Массарга. Вновь приветствую всех, друзья, здесь я вас приветствую. И если даже будут поддерживать тех, кто поддерживает путинский режим, блогеров тоже будут высылать. Да, будут всех призывать, будут. Там до Европы, вахи, уходите в лес и так далее. Кочуйте как цыгане, ба, трайца, амегитро. Юзер, например, когда я уезжал в Европу 8 лет назад, мне было не так-то легко на самом деле. И, хотя не так уж и трудно, чтобы так особо, мне было трудно. Но я тебе скажу, что это лучше, чем идти на войну. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Лиза говорит, что от 18 до 60 призывники. Может быть и до 60. Ассаламу алейкум, сюрдикюэль, массера далвызель, алейкум ассалам, вени машуэль. Так, что скажешь, я надеюсь, иншаллах, он будущий президент Ичкерии. Так, Асан, что это за ангел смерти появился в Австрии? Я не знаю, о ком ты. Лучше умереть достойно, чем бегать по лесам. Ответ на твой пост. Не понял. Так. First man, алейкум салам. Здравствуйте, Литва. Здравствуйте, Киртука. Здравствуйте. Много добровольцев
добровольцев в украинскую армию, я слышала. А если Кадыров пойдет на Москву, ему все простится. Это вопрос или утверждение? Да, во-первых, Кадыров не пойдет на Москву, это исключено. Дику ночи дал Бугастам. Аму. Кого выбрать президента Ичкерии? Президента Ичкерии мы сможем выбрать только после того, как освободим нашу родину. И это должен сделать чеченский народ. Это не может сделать какая-нибудь группа или отдельная часть этого народа, или какая-то группа от этого народа. Это невозможно, это незаконно и так далее и тому подобное. На сегодняшний день на страже Конституции я обнаружил только Аяда Идигова, который имеет, он не один, есть группа людей с ним, которые входят в президиум правительства, и вот эти люди должны нас представлять. Я доверяю вот этим людям. После многих лет проверок, анализа и изучения вопроса я пришел к этому заключению. Президент, парламент, все это может быть только после деоккупации. До деоккупации может быть этим заниматься нас представлять. Я могу говорить за себя. Меня представлять может только президиум правительства. Все. Это мое мнение. Not yours. Ты мне говоришь, что ты там Закаева поддерживаешь. Потом ты говоришь, нет, тебя и Рубати надо поставить президентом. Я удивляюсь с вас лицемеров, с вас подлецов. Я никогда в мое правительство или в мою какую-то команду не входила Рубати. Она в Ахмеда Закаева команду входила, если ты не помнишь. И я ее именно такой и встречал на митингах, где-то, когда мы там проводили какие-то митинги. Они проводили, я проводил, и мы там встречались вот именно вот когда она была из команды Закаева. А какие вопросы ко мне? Я не могу понять. Что же вы за такие тупорылые, слабоумные такие, а? А как насчет Тузика? Асана, вы слушаете аналитику Швеца Юрия? Нет, Лиз, я не слушаю этого ГГБшника и не собираюсь его больше слушать. Немножко послушал и на этом все, да. Ну, если что-нибудь полезное кто-то, может, мне скинет, я могу так посмотреть, а так нет. Так.
Ты тоже пытался войти в команду Закая, когда тебя не приняли, начал клеветать на его окружение. Ильдарова мне пишет, со знакомой до боли фамилии Нашхо Ильдаров был такой человек, который предлагал мне работать на российскую разведку. Самое интересное Ильдарова, что даже после того, как я разоблачил этих людей, они через моих друзей подходили, пытались дать мне интервью, наладить со мной мосты и так далее. Это просто невозможно. И зря только они это делали. Поэтому все, что вы мне тут пишете, все, что вы мне здесь пишете, это наглая ложь. Наоборот, они меня призывали вступить в какие-то там их должности, какие-то там еще что-то. Конечно, все это ложь, все обман, потому что вокруг Ахмеда Закаева он собрал вокруг себя всех старых советских КГБшников и других, кто работает на Россию. А я на нее не работаю и работать не собираюсь. Поэтому вы можете писать мне что угодно, говорить все что угодно, но люди знают правду. Ассаламу алейкум. Европе зудриц отцебохич. Дюхал больчир. Хокяху эльдара. Аслан ФСБ так просто не предлагает. Конечно, тупым она не предлагает, им умные нужны. Так, есть нет, так, да, Асан, письмо Идигу на твоей странице не могу читать, шрифт мелкий, если даже увеличу. Идигова, которая, про Идигова письмо, на какой странице, в Фейсбуке или где? Где ты имеешь в виду? Почему ты все угон тебе людей называешь ФСБ, КГБ без доказательств? Это неправда. Никогда я не называю никого без доказательств. И всех неугодных никогда я этого не делал. Это очередная ваша ложь, которую вы мне с новыми никами заходите, распространяете, что я обижен на Закаева, что он меня не взял на работу, что я там распространяю про себя ложь. Это абсолютная ложь. Как все, что изрыгает вот ваша команда, лживая команда, театральная труппа. Салам всем свободным людям, салам Асан. Салам Эд, приветствую тебя, друг сердечный. Ну, конечно, Асан, отличное разоблачение. Да, Фре. Саламаш, думаса альгачери дели, саламаш, алхой. Здесь на ютубе. Не знаю, леди, наверное, тебе нужно сделать скриншот. Я обычно так делаю, если не могу разглядеть. Делаю скриншот, а потом уже саму захожу в фотографию и увеличиваю, читаю. Так, как-то так. Так, значит, ты умный. Они так посчитали, Вольф. Я так не думаю. Так. Так, друзья.
Тут такое сообщение. В Москве повестки начали получать менты. У них паника. Желаю им попасть в ЧВК Вагнера к зэкам. С одной стороны украинцы, рядом с собой зэки. Да, нормальная тема. И сзади еще заградотряды. Классно, да. Смешно, да. Всех убрали, а Закаева, исламистов так называемых, оставили, их снабжают. Да, Фрея, именно так. Призываю всех, кто может и живет в Европе на Западе. В эфире многие обсуждают Ичкерию и новое формирование. Призывайте их пройти детектор-полиграф. Ссылайтесь на призыв Аслана. Вместе мы сила. Напоминает вам Эд Мамедов. Я всем еще раз, и я уже много раз говорил, оставлял свой номер телефона. Итак, мой номер телефона всем им известен. Призываю еще раз пройти тест на полиграфии, на детекторе лжи. Если вы говорите правду, если вы не работаете на Россию, давайте, наша правозащитная организация готова оплатить. Не всех, кто хочет, сам проходите. В прямом эфире это будет, простые вопросы это будут. Работаете ли вы на русских, работали вы на фашистскую Россию, получали ли от нее денег, наносили ли вы вред безопасности Чеченской Республики Ичкерия и так далее, и так далее. Простые вопросы, очень принципиальные и важные вопросы. И я сам с вами пройду этот детектор лжи. Все, кто представляют нас, кто хочет говорить от нашего имени, давайте. Но почему-то пока в ответ тишина. Нормальные, порядочные люди выходят на связь и говорят, мы готовы пройти, я бы хотел пройти. А вот те, кто подозревается, те почему-то пока отказываются проходить. Поэтому давайте не пробовать. Давайте не пробовать. Ассаламу алейкум, массу мокш ашду ишу. Ва алейкум ассаламу мусим. Дик ашду. RX, почему ты говоришь многих людей? Назови, пожалуйста, этих многих людей. Просто пофамильно, раз ты уже знаешь, что я о многих говорю. Назови этих многих людей. Почему-то мне кажется, ты многих не назовешь. Назовешь одного-двоих человек максимум. Ну давай, я жду. Так, Пригожин сказал, что Европу отдает Украине. Плевать, что сказал этот убийца и террорист. Но они не говорят правду. Взяли миллионы у русских, отрабатывают их. Да, Фрея, совершенно верно. Кстати говоря, очень интересное наблюдение. Давайте я вам покажу кое-что. Расскажу, точнее, кое о чем. Смотрите. Некий товарищ Руслан Айсин 22 или 30 октября 22 года, в прошлом году, 30 октября, сообщил, что в Стамбуле прошла учредительная конференция. Это так, чтобы вы понимали, кто такой Закаев, кто такой Кутаев, там все остальные. Сегодня в Стамбуле прошла очередная конференция движения за свободную Россию в Турции. В мероприятии приняло участие порядка 60 человек, представителей народов Российской Федерации, а также граждане Украины, Турции, Кыргызстана. Как вы заметили, Чеченской Республики Ичкерия как государство здесь не указано. В докладе председателя оргкомитета мероприятия, позже выбранного председателем движения Руслана Кутаева, заместителем избран тот самый, который пишет Руслан Айсин. Понимаете, да? Гражданин Российской Федерации Руслан Кутаев избран председателем движения за свободную Россию. Был дан анализ происходящего в России, политических процессов, точно сформулирована оценка агрессии путинского режима в отношении Украины, ну и так далее, и так далее. Это все у него
у Айсина на Facebook странице, вы можете увидеть, на его Facebook странице. Другие выступающие заострили внимание участников ля-ля-ля, там и так далее. Это тоже важно, подождите. Другие выступающие заострили внимание участников конференции на том, что развязанная московским Кремлем война против суверенного государства имеет свою предысторию. О геноциде народов Российской Федерации. В войне в Чечне. Значит, не геноцид был в Чечне сейчас. Геноциде народов Российской Федерации. Говорится. Ну, Российская Федерация, конечно, только это, но, видимо, речь идет о каких-то других геноцидах, потому что о войне в Чечне идет. Сирии, гуманитарной катастрофе в Украине, ставшей следствием преступной деятельности Путина и его окружения. Значит, войну начинает не банда ФСБ, не Бортников, не Патрушев, не террористическая ГРУ, не министры обороны, там Шойгу и так далее, а один Путин у них здесь, у Кутаева, гражданина Российской Федерации Кутаева. Делегатов конференции по скайпу приветствовали и напутствовал известный политик. Здесь, правда, это не указано, но я добавлю от себя. Генерал КГБ ФСБ Геннадий Гудков, который выступил инициатором создания аналогичного движения в Болгарии и ряде других стран. Запомнили, да? Ну, я не буду все это читать. Здесь несколько пунктов, 7 пунктов, где они тут собрались, что-то обсудили. И они ничего не говорят о независимости, независимости от Татарстана, независимости Чеченской Республики Ичкерия. Конечно, граждане Российской Федерации, о чем будут они говорить? Их задача просто, чтобы с них сняли санкции, все взвалить на Путина, и вот они хорошие русские, и так далее, и так далее. Это происходит, как я сказал, 30 октября 2022 года. Товарищ КГБшник Геннадий Гудков, коллега их, который их поприветствовал и обещал провести такое же, создать аналогичное такое же движение в Болгарии и ряде других стран. Ну, проходит какое-то время, 30 обратите внимание, 30 октября 2022 года Гудков присутствует по скайпу на этой турецкой конференции россиян, а 5 ноября 2022 года, то есть через 5 дней буквально, интересно, да, быстро организовал все это Гудков, Илья Пономарев и другие экс-депутаты собрались переучредить Россию, и проходит первый съезд народных депутатов. Значит, это все было заранее подготовлено. Это не было, что он аналогичную создаст и так далее. Она уже была создана, и они вот 5-го собираются. Там присутствуют Пономарев, Илларионов, Лукьянова, тот же самый Геннадий Гудков. И вот эти товарищи все собираются и создают, пытаются, ну как бы, учреждают новое государство. Ну, вернее, они не в этот раз учреждают, а уже 20-го, уже 25 февраля 23 года, то есть январь, февраль, так у нас ноябрь, вот они 5 ноября проводят, потом декабрь, потом январь и февраль, ну 3,5 месяца, почти 3,5, чуть больше 3,5 месяца проходит после первого их съезда. И съезд народных депутатов готовится провозгласить Российскую Республику и переходную администрацию. Короче говоря, опять собираются, на этот раз они собираются, снова они собираются в Польше, в Варшаве, и вот создают новую Российскую Республику. Понимаете, да? Руслан Кутаев создает Горскую Республику, у него есть какая-то Горская Республика, потом, как я вам сейчас только что сказал, создается движение за свободную Россию, и где председателем назначается Руслан Кутаев. Почему именно чеченец и россиянин, непонятно. Но, видимо, это связано с тем, что он говорит у себя в одном из своем интервью,
в одном из своем интервью на «Медузе», после того, как он освободился, какой у вас круг научных интересов, задают ему вопрос. Он говорит: я кандидат философских наук, занимаюсь проблемами власти и государства. До того, как я был осужден, я исключительно из интереса к моему родоплеменному происхождению занимался исследованием тимуридов на Кавказе с 1309 по 1450 годы. Тимуриды – это тюркская династия, правившая на территории современного Ирана и Ирака и так далее. Короче говоря, Руслан здесь поясняет, что он не совсем чеченец, а что вот он из тимуридов. С узбекскими учеными наладил отношения, должен был поехать в Ташкент, Бухару, Самарканд по следам своего 19-го предка. Ну, конечно же, через 19 предков, конечно же, он обчеченился полностью. И здесь он дальше говорит, поправляя, ну, дополняя, что вот какой он был человек. Да, его спрашивают: у вас выстроено родословно до 19-го колена? Да, говорит, мой 19-й предок в 14 веке возглавлял кавказское сопротивление. Кроме того, мне интересен мой прадед, известный на Кавказе, Абрек Кута, известен как был в конце 19 века. Я много изучал грузинских и абхазских источников, чтобы о нем узнать. Буду заниматься дальше и сейчас. Короче говоря, как и у Тумсо Абдурахманова, и у Кутаева Руслана, родственники бывают какие-то супергерои. У него отец тоже был, получил пожизненный, там как-то вышел, потом еще что-то случилось. У Куты тоже оказывается. И вот он дальше продолжает. Мой прадед выходил на выручку любому человеку на Кавказе, русский ли, еврей, армянин, грузин, какой веры, абсолютно не придавал значения. Силу если кому-то нужна помощь. Это, так сказать, кавказский Робин Гуд, о нем много написано. Я человек не молодой, как известно, мне 45 лет. Я очень много интересовался чеченской историей, очень неплохо, я скажу, ориентируюсь, хотя и небольшой специалист, но я неплохо ориентируюсь в нашей истории. Так вот, я слышал про английского Робин Гуда, да, он известен на весь мир, а вот про Робин Гуда Куту я не слышал. Вот не довелось мне услышать почему-то. Хотя Руслан Кутаев из того же района, в котором я проживаю, исхожу из Ачхой-Мартановского района, я исхожу, и даже, может быть, какие-нибудь родственные связи у нас могут быть. Но вот почему-то вот про такого Робин Гуда, который помогал и евреям, и всем остальным, короче говоря, такой трюк очередной, что вот я такой из геройских, и одновременно, находясь в Турции, очень, наверное, неплохо иметь связи с тюркской династией, для того, чтобы создать Кавказскую горскую республику создать. Эти вещи можно долго расписывать, и все было бы хорошо, если бы человек, который незаконно пытается представлять, точнее, захватить там нечего, пытается представлять себя представителем, лидером свободных чеченцев, Ахмед Закаев не коллаборационировал бы с этими россиянами и потомками чеченских или тюркских Робин Гудов на Кавказе. Вот очень интересные вот эти вещи бывают, я это изучаю, смотрю, и мне каждый раз становится иногда смешно, иногда печально. Ну, давайте дальше, давайте дальше пойдем. Давайте дальше. Почитаю ваши комментарии. Может быть, нужно действовать действительного министра иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия Ахмадова потревожить, чтобы он и Муса Таипов и другие министры объединились наконец и начали выполнять свои обязанности. Это же наши лидеры. Чили, я, конечно, с тобой полностью согласен. И я эти вопросы поднимал, я не просто так все это время с ними общался, я предлагал, я говорил, давайте действовать. Ну, никто не хочет действовать. Ну, Мусу Таипова вы увидели, Ильяс Ахмадов не может или не хочет по какой-то причине действовать. Он не готов делать какую-то деятельность вести.
Вот, именно из-за того, что мы не готовы вещи называть своими именами и действовать, мы оказались в такой ситуации, что люди, россияне, проживающие в Турции, создают какие-то горские республики, договариваются, имеют тюркские корни якобы. Может, и не имеют они никаких тюркских корней, как и не имеют. Вообще, может, кто-нибудь слышал, скажите мне, может, с Катар-Юрта, с Ачхой-Мартана кто-то есть. Про Робин Гуда, Куту кто-нибудь слышал? Я почему-то никогда не слышал про такого Робин Гуда. Вот, короче говоря, вот такие вот вещи происходят. Чири, есть Аят Идигов, есть еще некоторые люди, есть огромное количество людей, у которых болит душа. Есть люди, которые владеют огромным объемом информации по всем людям. Но в силу разных обстоятельств эти люди почему-то сейчас разных обстоятельств. Кто-то не умеет говорить, кто-то не хочет говорить, кто-то ждет какого-то момента. Но сейчас нам придется делать все самим. Все самим, все самим. Кто захочет, тот сам присоединится. Я ко всем обращался, всех призывал, но ситуация вот такая вот у нас сложилась. Так что вот такие вот. Ну окей, я не назову многих людей, предъяви хотя бы доказательства одного. Эрикс, ну так несерьезно ты говоришь. Ну, ты сказал, что я всех обзываю ФСБшниками, как только как он мне становится неугодным. Теперь ты говоришь, что только одного. Нет, так не пойдет. Ты же всех обвинил во всем. А если ты имеешь в виду одного, назови этого одного. И если я понимаю, если ты об этом одном говоришь, я тебя отсылаю пересмотреть все мои стримы. Много раз детально, подробно рассказывал. Это просто ни о ком постоянно говорить не вижу смысла. Кутаев, как гражданин РФ, не скажет против своих коллег. Конечно. В США это норма прохождения полиграфа. Даже члены семьи проходят. Те, кто работает или хочет работать на государство. И год они все проходят. В год они проходят неоднократно. А в Украине проходят эту процедуру. Да, Эд, я слышал, в Украине начали проводить эту процедуру. И это очень важная, нужная процедура. Очень важная. И да, в Америке проводят. Я призываю всех, друзья, если у вас есть какие-то сомнения, давайте призывать всех, кто хочет от нас говорить. Не будьте баранами, не давайте себя обманывать. Маледай чаш. Таджима квартхил шашливешве, шибак ойлан, тишхяш душу. Ну, это глупо. Я вам скажу на собственном опыте. Не советую. Поэтому, если кто-то хочет от вашего имени говорить за ваши права, за вас действовать и привести вас опять в какую-нибудь там войну или еще куда-нибудь, то это будет глупо. Поэтому давайте просите всех, проходите полиграф в прямом эфире, чтобы все видели. Не трюк какой-нибудь там со своим полиграфом, со своим экспертом. У независимого эксперта наша правозащитная организация готова проспонсировать, готова проконтролировать процесс, выложить в прямой эфир, чтобы наши все зрители убедились. У нас королей, царей, хозяев у чеченцев никогда не было и никогда не будет. И сейчас, когда фашистская Россия нам навязала какого-то там Кадырова и делает из этого, как будто он наш какой-то царек там или какой-нибудь феодал и так далее, это все, конечно же, неправда. Ни один чеченец не считает его ни царьком, ни феодалом и никогда не будет им считать. Но это сделано после убийства 30% нашего народа, после тяжелейших испытаний, после того, как русские террористы, нарушая все международные конвенции, нарушая все возможные просто принципы морали, нравственности, убивают наших детей, наших женщин, мужчин, родственников, отцов, матерей, делают непотребные вещи, снимая на камеру и так далее, и так далее, и так далее. Мы все это знаем. Только лишь поэтому чеченцы молчат. Только лишь поэтому. Поэтому, если кто-то молчит, а кто-то начинает говорить, давайте его проверять. Я предлагаю, это не моя идея, я предложил вот этому агенту, которого мне сейчас навязывают сказателям,
я предложил, да, что разговаривать, давайте пройдем полиграф. И он пройдет, и я. А мои зрители предложили, всех надо провести. И я поддержал эту идею. Поэтому давайте с удовольствием проведем полиграф, и будет ясно, кто есть кто. О чем разговор? За нас не будут говорить, я еще раз говорю, ни Кутаевы, ни Закаевы, никто. Если этот человек нелегитимен, если этот человек не является честным, порядочным, если человек является врагом чеченского народа и государства, если человек является пособником русских и России, этот человек не будет говорить за нас. Понимаете? У нас отобрали все, что можно было отобрать. Родину отобрали, права отобрали, жизни у многих людей отобрали. Сейчас у нас забрать нечего. Единственное, что от нас требуется, это нам нужно склонить голову и согласиться. Мы не склоним эту голову, и мы никогда не согласимся. С несправедливостью, с фашистской оккупацией, никогда мы с этим не согласимся. Понимаете? Вот и весь разговор. Поэтому не нужно нам рассказывать сказки, вот эти разные, да? Ладно, давайте. Путин идет как паровоз под откос, пустить планируется, если удастся. Главный виновник всех бед и банд. А банда-сообщники выводятся из-под удара и ответственности. Сохранить статус-кво, власть, привилегии. Абсолютно с тобой согласен. Очередной раз. Свобода, равенство, справедливость. Именно так. Об этом я уже уже кричу, говорю. И пытаются все свалить на одного Путина. И мне не понравилось, что об этом сказал Байден. Сказал, что это война Путина. Ничего подобного. Никогда этого нельзя принимать. Никакая это не война Путина. Это война террористической банды ФСБ и фашистующей России, которая поддерживает эту террористическую банду ФСБ. Вот и все. Так. Так. Поэтому я призываю всех, кто может, пишите. И надо всех, кто говорит, должны пройти полиграф. Совершенно верно, Эд, абсолютно так. Я призываю всех, друзья, вы очень пассивно себя ведете. Извините меня, конечно, за такие вещи. Но вы не пишете, я не вижу, что вы везде писали, давайте пройдем полиграф, давайте пройдемте полиграф. Призывайте всех пройти, давайте сделаем это обязательно. Например, Муса Таипов мне сам сказал, что он хотел бы пройти этот полиграф, что он готов пройти этот полиграф. Это человек, который представляет наш президиум правительства. Давайте, я еще поговорю и с Аядом Идиговым, и с Мусой Таиповым. И вынесем документ, напишем документ соответствующий, что каждый человек, который хочет представлять и говорить от имени чеченцев, или блогеры, которые тоже очень важно, да, как известно, 70% успеха это информационная победа. И информационная война имеет большое значение. И наши враги это хорошо знают, и таким образом нас всех свободных людей они гасят, они давят как только могут. А остальных они не трогают. Как вы видите, мой канал запрещен на территории фашистской России. Другие каналы почему-то не запрещаются. Да? Очень интересно получается. Поэтому все, кто говорит от имени, например, чеченского народа, о чеченской тематике, давайте проводить их на детекторы лжи. Проводить экспертизу по ним. Провели экспертизу, прошел экспертизу, все, дальше вещай. Не прошел экспертизу. У нас свобода слова, мы живем в юрисдикции иностранных государств, поэтому запретить у нас нет таких полномочий, но мы можем наградить их таким вот орденом иноагент, как Россия это делает по отношению к той же Радио Свободе и остальным BBC и так далее, русскоговорящим.
Поэтому мы им награждаем их иноагентами или русоагентами, я предлагаю. Можно холопа-агентами написать. Как вам нравится, как решить там человек, который будет писать. Может, я напишу этот документ. Не имеет значения. Вот давайте вот так действовать. И мы почистим наше информационное поле. И никуда мы не денемся от этого. И хотим мы этого, не хотим. Если мы хотим выбраться из этой каши, из этой ямы, мы должны вот действовать таким образом. И мы будем так действовать. И никто не может нам это помешать. Только физическое устранение наше может это остановить. И то идеи, которые мы говорим, они остаются. И я уверен, а у меня уже есть группы молодых ребят, не очень молодых ребят, которые поддерживают наши идеи, которые будут дальше распространять наши идеи. Поэтому ничего невозможного в этом нет. Все у нас получится, все мы сделаем. Да, мула. Вот Горец за полиграф. Вот, значит, знаешь, Горец, когда такой человек, как ты, говорит, что я за полиграф, это говорит, что ты независим, что ты объективен, что ты не предвзят. А когда человек сразу говорит, да не, полиграф не надо, это то, там, и так далее, это все уже говорит о том, что человек предвзят, что он не независим. Поэтому у каждого должно это получиться. Никаких проблем нет. Вот и все. Проходить, что здесь? Это не больно, это не сложно. Я даже не знал, что в Америке используют полиграф в госструктуре. Значит, в этом нет ничего нового. Тогда лучше отмести потенциально противника и предателя Ичкерии. Марат, совершенно верно. Абсолютно так. Аслан, у тебя есть люди, которые достойны представлять Ичкерию. И у этого человека уже будет иммунитет. Представлять общество. И где бы он ни говорил, может ссылаться, что он прошел полиграф. Совершенно верно. Я на своем канале, у себя в Фейсбуке, я сделаю так, что человек, который пройдет этот полиграф, во-первых, это видео размещу, если получится снять это видео, по-разному могут быть обстоятельства, но если же все это сделано, я буду размещать. Все, этот человек прошел полиграф, я этому человеку доверяю. Я думаю, если я пройду полиграф, уже я его тоже пройду, я думаю, в конце концов, кто-то же все-таки объявится, кто со мной захочет пройти полиграф, из тех, кого, например, у меня не вызывает доверие. А так каждый человек его может пройти, независимо полиграф. И у меня будет определенное доверие, которое нескромно может это звучит, и я считаю, которое уже у меня определенно имеется. Я буду добиваться того, чтобы человек, который прошел полиграф, я буду о нем говорить. Этот человек прошел полиграф, и я обязательно его должен пройти. И скажу, вот смотрите, я как прошедший полиграф говорю, что этот человек прошел полиграф, ему можно верить. И вот таким образом мы будем создавать свое свободное от фашистов и влияния фашистов общество и свою власть. Люди, своих представителей, пока это будут наши представители. Властью будет после того, как мы уедем домой, выберем себе парламент и президента. Как-то так, да. Аслан, не иноагент, а точно ты исправил русоагент, как правильнее, как клеймо. Да, Файтер Израиль, совершенно верно, русоагент, так и назовем. Аслан, им больно от этого, да, Фрея, им не нравится это. Про Куту написан хороший роман про дружбу кавказцев и традицию грузинским авторам. Кату грузины попросили, или Куту попросили не убивать Сталина, когда тот подойдет, а Кутаев должен к этому приклеить. Наверное, он наследник английской короны и подколобный. Ну, наверное, об этом много написано, он говорит. Наверное, на что-то нужно сослаться, наверное, об этом он и говорит. Но если бы этот человек реально, может, был какой-то Кута, да, где-то в Грузии, где-то какой-то, ну, что это был какой-то супер, там, Робин Гуд, об этом я никогда не слышал. Если бы такой человек был бы, я бы обязательно о нем услышал бы, потому что мы знаем о всех наших героях, да. Так.
Аслан, я не могу найти твой YouTube канал. Ирс, мой YouTube канал Reality HRCI называется через дефис. На территории фашистской России запрещен, поэтому ты его навряд ли найдешь. Только через VPN его можно зайти и найти в фашистской России. Почему все у всех стран история рассекречена, кроме России? Что там того скрывается, что нельзя знать? Там, Лиза, все нужно скрывать. Фашистская история, российская история, это просто зло, абсолютное просто. Поэтому все скрыто. Ва алейкум ассалам, война, Машуэль. Ассалам алейкум, расскажи про Аяда Идигова. Ва алейкум ассалам. Про Аяда Идигова ты можешь почитать в интернете. Я пока ничего такого, ну что сказать, человек, который был с Жахаром Дудаевым, я могу сказать, который стоит на страже, которого оболгали, могу сказать. Ну вот, я сам не особо много знаю, как о его политической, о его трудовой деятельности. Буду изучать, буду знакомиться, буду общаться ближе, знакомиться, буду общаться и там посмотрим. Ассаламу алейкум вараматуллах. Алейкум салам. В Украине полиграф считывает по зрачку, новый вид. Да, сейчас есть такой полиграф, который вам направляет лазер, и когда вы лжете, ваш зрачок там увеличивается и уменьшается, там что-то с ним происходит. Плюс это не только зрачок, к вам присоединяется к руке, это потовыделение, потом вы садитесь на специальное место, где у вас мышцы ног, там вот эти места, потом вам вот здесь перетягивают, это определяет ваше дыхание, плюс сердцебиение, и, ну, короче, шая гёрцева задействовать, да, и сейчас определяется, почти 95%, до 95% точно может определить. Все зависит от того, спавшие вы, трезвые вы, что вы ели, там много моментов, взволнованы вы, плюс еще зависит от психологического состояния человека. Почему это, например, в суде не принимается до сих пор? Это учитывается, и любой человек в суде, если его незаконно в чем-то обвиняют, подозревают в чем-то, он сам может попросить эту экспертизу, и ему государство предоставляет такую экспертизу, и это является дополнительным доказательством, что этот человек не виноват. Допустим, если он нормально пройдет этот детектор. Но не принимается, это не ставится, что обязательно как доказательство, потому что, во-первых, преступники могут быть психологически, психически разных моментов, да, ограбить человека или убить человека может быть полный шизофреник. А, например, представлять людей, вести какую-то адекватную деятельность на шизофренику или какому-то психически нездоровому намного сложнее будет, да, его выявят, что он такой. Поэтому на суде это как бы не делается обязательным, вот этот полиграф, потому что, ну вот, можно, и плюс еще зависит от эксперта. Очень важно, какой эксперт принимает. И если это сделать обязательным, то это можно уже просто на поток ставить, и сами понимаете, может и нарушения будут, там и эксперт, ну короче, бардак может получиться. Но я думаю, все-таки человечество придет к этому полиграфу, и это очень важная вещь, и тем более с учетом современных технологий, когда можно определять, как ты говоришь правильно, Лиза, по зрачку глаза, и снимается все это одновременно, делается. Но это очень интересно вообще самому наблюдать, и интересно будет узнать, кто говорит правду, а кто нет. Поэтому, друзья, вот такие вот дела. Асан, ты знаешь, моя бывшая жена работает на госструктуре. Я в разводе больше 10 лет. И то меня несколько раз в год вызывают на полиграф.
Да, Эд, я знаю, что у тебя бывшая супруга работает, и я знаю, что и ты мне говорил, что тебя проверяют. По-моему, ты мне говорил про полиграф. И это очень верно. Я просто не буду называть, где у тебя она работает. Просто я считаю, что если даже в этих организациях проверяют, то это очень серьезно. И нам, чеченцам, это нужно вводить, обязательно вводить. И мы будем вводить этот полиграф. Дал мула. И тогда будем посмотреть тогда, кто является лжец, а кто является, кто говорит правду. Reality HRCI через прокси. Ну вот, да, спасибо, Лили. Лили, вы, я заметил, последние не очень активная. Спасибо за правильные комментарии, которые вы пишете. Честные, самое главное. Кундальбак Баки. Не болтайте, чего не знаете. Денишеев был убит в Грозном. Казаками его тело не давали хоронить. Точнее, не отдавали. Но потом его мюриды решили взорвать нефтяные цистерны вокруг Грозного и поджечь. Ну, может быть, как Кульдева. Профессия полиграф, профайлер, психолог будут востребованы. Да, возможно, Лиза, возможно. Некоторые преступники считают свои представления нормой. И, наверное, они полиграф пройдут. Такое может быть. Ну, где-то в каком-то вопросе можно, но вам задают не один вопрос. Ведь полиграф это же не просто один какой-то вопрос. Там я вам рассказывал, как, например, я присутствовал при прохождении этого полиграфа. Например, меня зовут Аслан, меня сажают на вот этот, подключают вот это все, и мне задают вопрос. Тебя зовут там Магомед? Я должен сказать на все вопросы да. Ну или на все вопросы нет. И они говорят, тебя зовут Магомед? Я говорю, да. Тебя зовут там Руслан? Да. Тебя зовут Хамзат? Да. Тебя зовут Аслан? Я говорю, да. И вот в эти моменты он проверяет, когда я лгу. Вот 3 раза я солгал первый, а вот 4-й раз я сказал правду. Потом он говорит, на улице сейчас весна, на улице сейчас... И вот сперва проходит такая... Хороший эксперт, он сперва подготавливает вас. Это занимает там полчаса, может быть. И мы, знаете, у нас был очень интересный случай. У нас человек проходил полиграф, и человек был под другим именем. И вот этот человек, ему задали, его спросили... Мы сказали специально его настоящее имя, которое мы знали, а он был под другим именем. Ему говорят, тебя так зовут? А он говорит, да. И он посмотрел, этот эксперт, и говорит, нет, тебя зовут так, и как мы сказали. Его настоящее имя он нам сказал. А этот человек уже забыл свое настоящее имя, уже много лет он уже не пользуется этим именем. И мы специально дали вот этому эксперту, дали вот его и настоящее имя тоже. И когда он назвал свое сегодняшнее имя, то полиграф, эксперт сказал, что здесь он солгал, а где вот у него настоящее имя, вот там он сказал правду. Это было очень интересно наблюдать. Так, поэтому я не знаю, леди, как это может быть, ну, просто так полиграф не обмануть. Там знаете, как его можно обмануть, это тот, кто знает. Просто можно сорвать и саму экспертизу. Вы просто, ну там разные приемы применяются, и вот этот прием вы можете применять на все случаи. И полиграф будет показывать лжет. И, например, ему говорят, на улице сейчас день, а на улице день. И он делает так, что показывает, что он лжет. И, ну, все, понятно, что на улице день, что он не мог, как бы сказать, да, он говорит, да, на улице день. А показалось, что он лжет. И вот таким образом он может нарушить. И в таком случае эксперт просто отменяет экспертизу и говорит, все, не буду, короче, вас проводить, экспертизу и так далее. Вот так можно сделать.
Но человек, который добровольно хочет установить правду, и эксперт видит, что человек говорит правду, где-то там неправду, вот в этот момент невозможно, практически невозможно обмануть. И опять же, мы не говорим, что этот полиграф это является стопроцентной правдой. Да? Мы будем справедливы, мы будем объективны, не будем, как меня тут называют, что я всех неугодных называю ФСБшниками. Это неправда, наглая ложь, которую нам навязывают. Мы говорим о том, что экспертизу, она является дополнительным просто признаком, что человек говорит правду. Вот и все. Вот и все. Ночикант, ва алейкум ассалам. Я мозговой штурм. Попробую новый ник. Вари дейбук. Ю мавалла. Заки труп вайн йойзон. Вари изменники ичкери. Напоминай об этом каждом в твоем стриме. Ну, каждом не обещаю вари дейбук. Но Дивон верватсон дал мула нисвайдала. Если я не прав, объясните мне. Приведите мне доводы, приведите мне факты. Я обещаю отступить от любой своей принципиальной позиции, если я не прав, и вы мне это докажете. Так, ну извините, мы слишком в тяжелом положении находимся. И принимать половинчатые меры в отношении той деятельности, которую я делаю, я вижу это непродуктивно, не полезно, это вредно. Это половинчатая правда, как мне тут один в комментарии написал человек. Половинчатая правда, она опаснее, чем абсолютная ложь. И абсолютно верно было сказано. Это самое страшное, что может быть. Половинчатая правда. Мы столько перенесли, столько потеряли, столько урона понесли, чтобы вновь оказаться в объятиях КГБ и КГРУ. Я с этим не согласен. В корне я с этим не согласен. И никогда с этим не соглашусь. Так, вначале на полиграфе задают те вопросы, о которых говорит Аслан. Это называется ключ к расшифровке. Да, Файтер, совершенно верно. Из бывших ни одного нельзя близко допустить в правительстве. Они все жулики, говорит Франция. Но, не знаю, не буду я, как ты, обвинять всех, но кто-то у нас должен быть. У нас должна быть преемственность власти. Мне нужна вот этот принцип преемственности власти. Я считаю, что он очень важным. И Аят Идигов и его товарищи, те люди, которые сохранили эту преемственность власти. Вот так я скажу. И так я буду говорить. Да, Алмула. Из бывших ни одного так. Я о другом. Если преступник совершил преступление, и он считает, что это за подвиг. Вот так я имела в виду. Но его же не будет спрашивать, леди, подвиг ты совершил или нет. Ему не скажут, инак подвиг. Ему скажут, был ты в этом месте в это время? Был. Был у тебя нож или пистолет? Был, не был. Там, стрелял ты, не стрелял. А то, что твое мнение, это уже как-то мало волнует. Это уже будет решать уголовный кодекс, да. Основное, то, что Таипов рассказывает, сегодня я слышала 20 лет назад. Свидетелем событий не была. Все эти годы вижу косвенные доказательства тому, что это правда. Не хотела пересказывать мужские разговоры. Я тоже слышал про то, что говорил Таипов, про вот Абуханова, да, который там... Но я это слышал от, наверное, Радио Свобода, или где-то там я это читал, не помню, что якобы какой-то ФСБшник хотел убить Закаева там, или готовил покушение, там, ну вот что-то такое я слышал. Про деньги, про коррупцию я вот не слышал, не помню, чтобы, может и слышал, не помню сейчас. И было очень интересно, важно, потому что чеченское сопротивление, воины наши, без $100 руки, ноги отрезали. Просто пост проехать, чтобы доехать в какую-нибудь клинику, больницу, там куда-нибудь, Ингушетию или еще куда-нибудь вывести человека, нужно пересечь было блокпост. Нужно было заплатить $100. 100 вонючих, паршивых долларов у нас не было. Понимаете? Просто $100 не было. Люди отрезали руки и ноги. Погибали люди. Понимаете? А тут миллионами грабили. Да? Миллион там, миллион тут. Ну ладно. Это, я думаю, займется
тот, кто нужно. Полиграф в отдельности никогда не берут за доказательство основу, только вкупе с другими доказательствами. Да, Фрея, совершенно верно. Чеченцы всегда страдали, но я верю, что придет время, когда чеченцы будут жить гордо. Именно это время сейчас и приходит, да, Алмула. А сам перед какими заслугами дали Родина Ичкерия Зеленскому? Руслан, очень хороший, конечно, ты вопрос дал. Дали Оман Си, честь нации Зеленскому дали Зеленскому сувенир. Это сувенир, как паспорт. Есть такие Курочкины, и есть такой азербайджанец, живет в Швейцарии, Лачин Мамишев его зовут. Это сувенирные ичкерийцы, как и у нас правительство закаевское сувенирное. Также и паспорта у нас сувенирные. В этих паспортах я вам показывал. Не действительно для путешествия написано. Это сувениры обычные. Также дали и сувенирные вот эти награды. Я был хорошего мнения о Буданове, Кирилле Буданове. Человек, который ну, мне казался это очень умный человек. Но вот эти выходки русских каких-то диверсантов для фотографирования вот эту Брянскую или какую-то Орловскую область, куда они там проскочили, Белгородскую область, и вот эти вещи, ну, я уже вызывает сомнения у меня сам. Кирилл Буданов вызывает после вот этой награды сувенирной. И ты совершенно прав. На каком основании, за какие заслуги дается орден Зеленскому? За то, что Зеленский никогда не произносит слово чеченец, никогда он не произносит про геноцид. Наоборот, Зеленский всегда говорит, что в Украине это самое масштабное, самое большое, кровопролитное. Только потери русских террористов достигли вот того уровня, который были в Чеченской Республике, в маленькой, меньше Киевской области Чеченской Республики, или с Киевскую область Чеченской Республики. Поэтому ну, надо было вот засветиться, и чтобы мы что-то делали. Это пустышка. И обидно, как Муса Таипов сказал, обидно, что вот Зеленский и Кирилл Буданов повелись на это. Но я-то мог не знать. Я был простой рядовой гражданин Чеченской Республики Ичкерия, который близко не подходил к власти, близко не подходил ни к каким этим структурам нашим. И оказался здесь и думал, вот здесь есть какие-то люди, которые ведут какую-то деятельность, и я буду им помогать и так далее, и так далее. Но Кирилл Буданов, это же начальник ГУР, он-то должен знать, кто такие эти люди, откуда они взялись, что делать. Ну, значит, он с ними заодно. Я другого объяснения не вижу. Но надо внимательно присмотреться к Кириллу Буданову теперь. Я буду по-другому относиться теперь, потому что передали ему, а он уже донес ее до Зеленского. Эту медальку пофоткали и так далее, и так далее. Ну, значит, и Зеленский раз пошел на это. Ну, посмотрим. Но они могут делать все, что угодно. Зеленский, его могут принимать в Сенате, его могут в Европарламенте принимать. Он может стать героем Украины и всего человечества, на всю историю человечества. Но истина, она одна. И против этой истины никто не может ничего сделать. И мы стоим на этой истине. И мы будем стоять на этой истине. И никто не сможет нас в этом разубедить. Никто. Поэтому, да, Зеленского история вынесла на так высоко, гибнущий каждый день украинские воины его вынесли вот на этот пьедестал истории. И, скорее всего, он таким останется, если, конечно, не совершит каких-нибудь там предательских шагов. Но у нас есть президиум правительства. Меня будет представлять президиум правительства. Только так, Дел. Да, Алла. Про Кирилла Буданова говорят некоторые украинцы, что он крышует наркоторговлю в Украине, говорит Файтер Израиль. Ну, я не знаю, это, конечно, ужасно. Наркоторговля – это чисто русский бизнес, ФСБшный бизнес. Патрушевский, я бы сказал, бизнес. Чисто патрушевский. Кокаин, героин. Это ужасно, если это так.
Это ужасно. Поэтому Руслан Русланов я не знаю, за какие заслуги дал. Но я знаю, для чего он ее дал. Засветиться. Короче, у меня предложение создать полиграфный спецназ, будут вламываться подозреваемые, проверять их. Ты, конечно, шутишь, но я тебе скажу, что шутки шутками, а это нужно очень серьезно нам отнестись. И серьезно ум душун, войнюк и вой эшбит, таши ямарт нахер, от собой, вой каддир датшун, вой кума далур датшун, вой лоузир душун, вой игир душун. Нас будут вот так перекидывать, как вот до сих пор с нами управляли. Не получится. Не получится. Всем добрый вечер. Асан, как вы думаете, Украина будет возвращать свои границы, принадлежащие ей части Курская, Белгородская, Воронежская, Кубанская область? Добрый вечер, Южная степь. Я очень на это надеюсь. Я очень на это надеюсь. Джаз, спасибо за подарок. Ну, они хорошо устроились тут в Европе с этими миллионами. Да, оказывается, да. Закай знает, как можно заработать миллион. Свой никому не отдаст, но порекомендует, Мунаев тебе уходит. Но отдаст, но порекомендовать мог и Мунаева, и тебя уходит. Это цена 300 тысяч убито и 1000 покалечено. Да, Заки театральная труппа. Вейн Дик Йовища, война благодаря тебе. Но я вам пока еще ничего не открыл. Со мной, когда я сделал это обращение, я надеялся, что со мной выйдут закаевские товарищи и будут мне там объяснять, доказывать или требовать объяснения и так далее. Но со мной никто они не вышли на связь. Зато со мной вышли другие люди на связь. Из Турции, из Европы, из других мест. Некоторых я попросил не говорить мне ничего, потому что они находятся там, где не нужно им говорить ничего. И я скажу вам, что я узнал некоторые вещи, которые я даже не слышал никогда. А я знаю и слышал очень много уже. Просто не все люди сейчас готовы об этом говорить. Но они готовы, они то вежли идут, то на осты идут, боже. Я был приятно удивлен, я вам скажу. Очень много людей, оказывается, знают, кто такой, кто вот эти люди. Но они от нас не будут говорить. Они могут от Горской республики, от России говорить, от Кутаева говорить, от кого угодно. От нас они говорить не будут. Это мы можем гарантировать. Мы, граждане Чеченской республики Ичкерия, рядовые граждане Чеченской республики, запрещаем говорить разным самозванцам, разным коллаборантам, которые коллаборационируют с Янгулбаевыми, с Кутаевыми, наверное, еще ранее с многими, и другими людьми. Никто не будет говорить от нашего имени. Это мы можем четко, однозначно заявить. Так. Закаев на этих паспортах тоже делал бизнес. Говорили, что если у тебя будет ичкерийский паспорт, сразу дадут позитив в Европе. И дагай чуаш бэшется бейш. Да, чечня России, совершенно верно. Где-то у меня был он. Я из-за того, что на нем написано Ичкерия, я с большим просто уважением к этому отношусь. Вот, чтобы вы видели. Видите, написано. Not valid for travel. Вот и здесь вам покажу. Not valid for travel. Недействителен для путешествия. Это обычный сувенир, который стоит 1 евро. Продается за 60. Я его тоже рекламировал. Я не видел эту надпись, когда я его рекламировал. Потом я узнал об этом. И был удивлен, да. Так. Сувенир тоже имеется. Да, сувенир имеет.
Асан, я отправлю тебе ссылку на видео, где говорят о Кирилле Буданове у Леона Манштейна. Здесь ссылка не проходит, отправлю, где приходит. Файтер, на WhatsApp мне пришли, пожалуйста. На WhatsApp. Потому что в той социальной сети я уже потерялся. Я, по-моему, уже и этот потерял доступ к нему. Я не знаю как-то. Я уже давно не заходил, и что-то у меня там было. Я так и не научился им пользоваться. Этой, даже забыл ее название. Слушайте, Буданов и Зеленский просто не в теме. Ну, не знаю, Лили, может быть не в теме. Я не утверждаю, что они в теме, но интересно, почему начальник ГУР не в теме. Это человек, который владеет всей информацией просто, связанной с фашистской Россией и ее агентурой. Там у нас воюют бойцы с 2014 года. Когда они туда поехали, наши бойцы, эти бойцы... их Закаев отговаривал, и Сумунаева, Муслима Чеберлоевского, что не надо, не делайте это, критиковал их где-то там, говорят. А потом, когда вот сейчас он поехал, он должен был приехать и сказать: ребят, вы были правы, я готов быть как вы сказали, нет, надо какие-то батальоны, какие-то группы, какие-то верховные главнокомандующие. Ну это же смешно, это же, ну куда это годится? Так дела не делаются. Это и есть позор просто. Вот это ГУР или там Буданов не знал, что там воюют Чеберлоевский, там Адам Осмаев, там Джахара Дудаева батальон, шейха Мансура там и много-много других чеченцев. Просто спросили бы, как они относятся. Хотя у нас по какой-то причине говорят, не выносим ссор из избы и так далее. Я тоже не хочу выносить ссор из избы. Но я против того, чтобы нас куда-то ввели в пропасть. И не поведут нас в эту пропасть. Я это могу заявить ответственно. И явится истина, и сгинет ложь. Главный союзник Ичкерии может быть только США. И это будет просто... Надо не допустить агентов КГБ к власти. Совершенно верно это. Абсолютно. Я целиком и полностью поддерживаю это. Нас американцы могут поддержать. Но они должны понимать, что среди нас нет агентуры. Давайте пройдемте детектор лжи, соберем нормальную команду. Есть вот у нас Аяд Эдигов, есть другие люди, которые пройдут этот детектор лжи. Я, например, считаю, что Аяд Эдигову не нужно проходить этот детектор лжи. Я в этом убежден просто. Ввести какое-то правило для вновь людей, которых набирают. И Аяд Эдигов может сказать: вот эти люди проходят, не проходят. Ну, по чесноку все должно быть. Нету никого там главнее, ниже. Есть первый среди равных. Мы все равны. Да, есть возраст, есть уважение, есть заслуги, которые мы тоже должны уважать. Но должны быть еще и право голоса каждого. Каждый чеченец генерал. Каждый чеченец имеет право на свой голос. Я согласен полностью это. Если мы пройдем детектор лжи, мир увидит, что среди нас нет агентуры. А как происходит, например, я со своей точки зрения это говорю, я не знаю, как американцы к этому подходят. Ну, например, есть какая-то группа, там, правительство Ахмеда Закаева, там, какие-то люди там что-то там делают, что-то, копошатся где-то, какие деятельностью занимаются. А там половина агентуры. Да, или я в эту группу улился, и тоже, они говорят: да, это засланный ФСБшник. Например, Ахмед Закаев про меня рассказывает, его круг рассказывает, что я заслан. Я тут пашу, я их тут раскручиваю, я тут за них топлю, ругаюсь со всеми тут. А он говорит, что я ФСБшник. А смотрит американец, он смотрит и говорит: да, ну там пока еще у них гадюшник еще ГБшный собрался. Как очистятся, когда им нужно будет. Американцам это не нужно, это нам нужно. Понимаете, это нам. Мы должны очиститься. Вот в чем вопрос. И только мы это можем. Не придет американец, не придет, никто не придет, скажет: так, у нее если есть информация, они ее себе оставят. Зачем им нас чистить? А потом мы скажем: кто тебя просил, мы тебе не верим. Это все уже пройдено. У нее есть информация, они ее эту информацию придержали. Это мы должны очистить свои ряды сами. Только мы.
Такие чародеи сами этот полиграф на чистую воду выведут. Или полиграф не выдержит, сам создается во всех грехах и преступлениях. От стыда и напряжения полиграф сгорит на работе после исповеди. Свобода, равенство, справедливость. Я считаю, что некоторых людей не нужно сажать на этот полиграф. Тех, кто заслуживает доверия, просто из-за уважения можно не сажать на этот полиграф. И тех, кто слишком не заслуживает уважения, тоже не нужно проверять. Просто ты знаешь, что, как ты говоришь, вот таких, да, все понятно с этим. И даже не подпускать к этому полиграфу. Вот как я считаю. Да, ведь по повестке всех этих призвать на полиграф. Да, не говори. Причем по электронной повестке направил имейл, все. Не пришел через неделю, да, все. Не имеешь права управлять машиной. Да. Электромагнитное излучение долгунов, короче, спалит полиграф, имеет свободу. Где купирует бин беларим, паспорт ахчим, да проблем хряцер. Паспорт ахчи у нас уже имеются и деньги, и паспорта у нас здесь в Германии, в Баварии, в банке лежат уже давным-давно, все имеется. На ваш рах, что тих банки, что. Так. Закаев называет вас ФСБшником, чтобы ФСБ вас не трогало. ФСБ знает, что я не ФСБшник. И они меня трогают, понимаете? Они моих родственников трогают, они их там дела возбуждают, пытают. Там, Игорь Кочнев, да, например, и другие товарищи. Понятно все. Какой интерес у США к Ичкерии? Экономический, политический или военный? Что мы можем предложить или чем его заинтересовать в плане взаимовыгодного сотрудничества? Например, я уже об этом неоднократно говорил, что мы могли бы гарантировать интересы США на Кавказе. Вот, Чеченская республика Ичкерия, я со всей ответственностью еще раз неоднократно заявляю, Чеченская республика Ичкерия может гарантировать интересы Соединенных Штатов Америки на Кавказе. Вот я могу заявить об этом. При поддержке, при союзных отношениях, при договоре и так далее. Вот что я могу сказать. Мировая политика — это как базар, что кому выгодно. На базаре не бывает брат, сват и так далее. Лишь покупатель и продавец. Иного не бывает. Да пока мы вырастем из детского возраста. У вора шапка горит. Да, Асланбек? Так, абсолютно верно, Асан. Так, Цунтарион, прецеденты были. Лучше перебдить, чем недобдеть. Да, чем? Точно. Ну, давайте почитаем, что у нас пишут здесь. Нужно распустить старых деятелей Ичкерии и создать нам новые структуры власти. Ночь — это сила. Нам для того, чтобы что-то распускать, нам нужно что-то иметь. Мы не можем разобраться, кто у нас представляет нас. Сегодня есть президиум правительства, вот этот легитимный орган, единственный орган, который сохранился, который никак не коллаборационирует с русскими. Вот это самый главный принцип. Их роль, их задача, она небольшая, мы должны их признавать.
что если что, с кем-то хотят поговорить, вот разговаривайте вот с этим президиумом, идите туда и говорите с ними. Вот этот вопрос у нас должен стоять. Вот. Остальное, когда мы вернемся домой, когда мы деоккупируемся, вот тогда уже мы должны будем создавать себе новую структуру, новую власть. И ты прав, тех людей, которые тех людей, которые являются дискредитировавшие себя, эти люди не должны допускаться до власти. В этом я с тобой согласен. Нам не нужна Америка и Европа, мы найдем с кем дружить. С кем, интересно, ночь эта сила, с кем мы найдем дружить. Лучше Америки нет ни одной страны, которая может нам гарантировать безопасность, помочь нам установить нашу государственность. Тем более сейчас Америка арестовывает миллиарды российских денег, и нам Россия должна, уже 300 миллиардов, 350 миллиардов арестованы. И эти деньги будут направляться как в Украину, они сами об этом, американские разные политики, бывшие политики об этом говорят, и Чеченской Республики. Но давайте воспользуемся этой услугой, этой возможностью и получим эти деньги, чтобы мы могли сформировать свое новое, первое хотя бы время и так далее. А кто кроме Америки? Я не вижу ни одной страны, кто может сделать то, что может сделать Америка для нас. Есть разные там предвзятые вещи, там, что Америка нас предаст, она там с нами плохо поступит, еще что-то и так далее. Но давайте договоримся с ними и посмотрим, поступим. Мы с ними еще не договаривались, чтобы они с нами плохо поступили. США прекрасно понимают, что только чеченцы могут дать хоть какие-то гарантии на Кавказе. Да, больше швейк. Абсолютно с тобой согласен. Абсолютно. Не нужно ложиться в окно, пусть этот мир ляжет под нас. Никто не ложится, ночь это сила. Зачем вот так ты это преподносишь? Никто не собирается под оккупацию, под это там. Ну зачем вы так говорите? Ну что сейчас, Украина легла под Америку? Ну они союзники, они им помогают. Да, конечно, Америка сильная. Ну скажи, Америка, просто... Не надо нам оружие, Украина, скажи Америке, не надо нам оружие. И останься один на один с людоедом. Это то же самое, что сделал Масхадов. Что мы будем договариваться с русскими. Пускай Зеленский скажет, мы будем договариваться с русскими. Сейчас ему это невозможно сказать. Ну, допустим, после войны, там еще как-то. Америка зло там и так далее. Давайте договариваться с русскими. Что случилось? Асан Масхадов был убит. Геноцид, очередной геноцид чеченского народа и так далее, и так далее. Когда мы договариваемся с русскими. А Масхадов верил русским. Верил. Вот что значит. Вот о чем я говорю. Нам только это Америку, только Россия боится только эту Америку. И мы должны договариваться с ним. У них и деньги, и современное оружие, и мировое влияние и так далее. Вот что я хочу для своего народа. А ты думаешь, нам Америка даст эти деньги? Это неправда. Я думаю, даст. А почему она не даст? Я думаю, даст. А ты знаешь, что, например, Радио Свобода на чеченском языке у нас есть, вещает уже много лет. Вы знаете, откуда это берется? Там работают чеченцы, они, правда, работают не так, как я бы хотел бы, но кто-то же финансирует их на Радио Свобода, Радио Маршу. Понимаете? Ну вот в чем вопрос. Что мы делаем для этого? Мы говорим, все кафиры, все враги, прячем русских, которые нам совершили геноцид, за всеми остальными. Как Путин тогда свою банду Путин, Патрушев спрятались за русский народ. Они взорвали дома и сказали, это не государство должно. Нам объявили войну. Весь народ должен стать, русский народ. Понимаете? И вот так же мы прячемся. У нас враг только фашистская Россия. Больше врагов у нас нет. И быть не может. Давайте будем договариваться со всем миром, дружить со всем миром. Я не говорю от арабов отворачиваться, там, от турков отворачиваться. Нет, почему?
Но основной союзник, самый сильный союзник на этой земле сегодня их цивилизация, их влияние. Нравится это кому-то, не нравится, там, с проблемами, без проблем. Это англо-американская цивилизация. И самое сильное государство на этой земле – это Америка, Соединенные Штаты и их близкие союзники. Давайте с ними договариваться. Если мы хотим что-то к чему-то прийти, они дают нам возможности, они дадут нам эти возможности. Почему они Израилю дают? Израиль, например, находится в окружении 600 миллионов арабов. Возникает вопрос, почему бы нам не стать союзниками с Америкой, как стал Израиль. Я не хочу судьбу Палестины для Чеченской Республики Ичкерия. Чтобы всю жизнь быть инструментом, мечети у нас настроены, попы, муллы подготовлены КГБ, вот там Руслан Кутаев, другие, третьи. Вы обратили внимание, вот этот Айсин, вот этот, как его, который зам Кутаева сейчас там по этому движению, и так далее, и так далее. Вот эти люди ведут религиозную риторику, постоянно нам что-то рассказывают, там какие-то сказки нам втюхивают днем и ночью. Сами являются россиянами. Это сказочники. Самые настоящие. Ни один нормальный мусульманин не захочет быть в составе фашистской России. Это невозможно просто. По определению, если он искренний человек. Это невозможно. Вот о чем речь. Ладно, это другая история. Просто посмотрим. Аслан, скажи этим людям, что Америка нам не должна. Америка заставит дать нам тех, кто нам должен. Совершенно верно, Абоша, совершенно верно. Абсолютно так. Америка нам не должна ничего. Америка нам не совершила ни один авианалет. Америка не убила ни одного чеченца. Кроме, может быть, одного Тамерлана Цернаева. Все. Понимаете? Мы должны понимать, кто друг, кто враг и куда идти. А тот, что вот эти сказки нам рассказывают, что мы там построим какой-то халифат. Знаете, я видео смотрел недавно. Говорят, о, Джахар был за халифат там и так далее. Так люди, это же подмена понятия там происходит. Он говорит, в религиозном плане, в духовном плане объединяться. Объединяйтесь, пожалуйста, открывайтесь. А в политическом плане мир по-другому устроен, понимаете? Есть Организация Объединенных Наций. И, например, если Афганистан или там какой-нибудь Ирак или какое-нибудь еще другое государство, если повидит, что ему невыгодно в соответствии там действовать, там, в нарушение действовать там устава ООН или каких-нибудь там решений ООН, они не будут действовать, они не будут сказать, ах ты брат мусульманин, просто чеченцы. Обратите внимание, как только что над нами совершил геноцид, и весь мир, в том числе братский арабский мир, молчал. Но это же только что произошло. И все. Америка может сделать, уже арестовала российские деньги, и она может нам выдать часть. И она может сделать, чтобы мы могли провести суд над теми, кто совершил над нами эти преступления. И это будет не шариатский суд где-нибудь там в Талибане, там, в Кабуле, или там, я не знаю, Эр-Рияде. Это будет в Гааге. Если вы знаете, это Голландия, Нидерланды, это не совсем мусульманская страна, или совсем не мусульманская, или Львове это будет тоже не совсем мусульманская страна, и так далее, и так далее. Нам это нужно, понимаете, нам нужно это решение суда, чтобы мы смогли наказать преступников. Это единственная, главная цель, к которой мы должны идти. А все остальное это так, отводящее. Да мы подали на Путина, и что толку? Никакой суд не будет над Путиным. Мы ничего не подали, понимаешь? Мы ничего не подали. Когда мы были свободны и независимы относительно, когда межвоенный период, между двух войн, Аслан Масхадов не пустил ход этому делу. Понимаете?
Закаю Ахмед с повязкой еще в первую войну, вот эти религиозные тематики он использовал. И призывал всех пойти там на Дагестан, там нужно там на Дагестан напасть и так далее, и так далее. Духнуешь диц, да, это можно много говорить. Не подался это Амин Ибрагимов, ничего. Просто занесли и туда передали просто, ну, что вот мы есть, и все. Для этого должна быть процедура, есть римский статут, есть определенные правила, на основании либо мы должны быть как государство, ратифицировавшие вот этот римский статут, либо мы должны, от нас должно быть какое-то государство посчитать, это посмотреть, там, посчитать, что вот мы можем за этих чеченцев подать в суд. Ну, кто будет с Россией ссориться, подавать? Никто не будет. Или либо мы подаем там документы, и генеральный прокурор Международного уголовного суда, он рассматривает и говорит, да, я считаю, что здесь все признаки есть, и мы будем возбуждать дело. Так вот, этот генеральный прокурор не рассматривал нас. Я не помню, как ее имя, женщина она была, сейчас ее, по-моему, сняли, там, по-моему, другой. Они отказали. Зато они американцев, за то, что в Афганистане они творили, вот за это они начали возбуждать дело, привлекать их, что-то делать. А против русских американцы могли ошибиться, попасть в какую-нибудь больницу. Да, геноцид афганского народа американцы точно не устраивали. Были нарушения, были. Это есть американцы, судились даже, сами своих военных судили. Это все известный факт. А то, что у нас творилось, не творилось нигде в мире. Сейчас в Украине такое не творится. Понимаете, что творилось у нас? И вот этот Международный уголовный суд обращал внимание на те нарушения, которые были американцами в Афганистане. Заметьте, это тоже арабская страна, мусульманская страна. А то, что у нас, он не видел. А потом выяснилось, что есть коррупционные связи с Россией у этого генерального прокурора, или я не знаю, кто там, председателя этого МУС. Вот такие вот вещи. Это не все так однозначно, не все так просто. Нужно каждый случай отдельно разбирать. Нужно представлять всю широту вот этой системы, всю полноту картины и действовать на каждого. Вот группа чеченцев действует в направлении в этом. Это все должны быть образованные люди, все должны понимающие, как это делают русские. Русские спецслужбы так делают. Они подкупают, мы так не можем действовать, но мы можем действовать в рамках закона, потому что истина, правда на нашей стороне. Вот как нам нужно действовать. Короче, вот такие вот дела интересные, да. Посмотрите, что США сделала с Арабскими Эмиратами. А у них были необразованные бедуины и племена в пустыне. А посмотрите, где Эмираты сегодня. Это абсолютно так. Абсолютно. Совершенно верно. Так же, как Северная Корея и Южная Корея. Восточная Германия и Западная Германия. Ну, любой пример возьмите. Японию посмотрите. Ну, куда пришли американцы, там все расцветает. Куда приходят русские, там все загнивает. И потом еще 100 лет, когда они уйдут оттуда, там ничего не растет. Потому что радиацию они только после себя оставляют. Хан личку ответит, где? Мегерду, хожер olsa. Если Кутай наследник Куты, то я наследник английской короны. Я сам себя провозглашаю. Да, Самвек, точно. Так что вот такие вот дела. Друзья, мы уже еще минут 10 посижу с вами и закончу свой стрим.
их 400 миллионов, они кричат ай-вай и ждут от кого-то помощи. Ну или 400 миллионов арабов, я не знаю сколько их там. Весь военно-промышленный комплекс, всю экономику для СССР построила США и Великобритания. 1000 заводов после Второй мировой войны построили. Абсолютно верно. Если честные люди придут руководить, будет экономический подъем и, соответственно, правильная экономическая политика, то есть выгодно для обогащения народа во всех сферах культуры, социальной политики и так далее. Да? У нашего народа 70% отбито критическое мышление и логика. Думаю, не знаю, Верг, не знаю. Я не соглашусь, просто мы дезориентированы, мы немножко находимся, мы постгеноцидный народ. Вот эти вещи, это никто нас не поймет. Никто. Вот после войны, если еще, представьте, Украина еще не выстоит, вот тогда украинцы нас поняли, остальные нас не поймут. Сейчас более-менее нас Украина понимает, потому что она сейчас находится в этом тяжелейшем положении. Это пока на своей шкуре не испытаешь, ты не поймешь это. Поэтому эти вещи мы должны как-то разобраться, да, разберемся. Думаю, нужно распустить всех, кто был у власти, Ичкери, и создать новых деятелей. Ночи это сила. Ты готов быть этим новым деятелем? Где взять этих новых деятелей? Каждый пытается сохирваться. А так не получится. Нужно образование, нужно понимание, нужно надежность, нужна верность этому. Поэтому не так все просто. Я распускаю. Распустим, а дальше что? Их проблемы. Нет кадров. Есть кадры, они просто не хотят светиться по разным причинам. Рустам, я на тебе не женюсь, не пиши мне больше. Я не женюсь. Даже если я в Европе, я не женюсь. Не делай больше мне предложений. Так, посмотрите, что так. Джахар Дуда уголовное дело на Клинтон открывал. То есть демократы отдали нас на сиденье Ельцинскому кабинету. Да, было такое, говорил Дудаев об этом. Не знаю, открывалось это уголовное дело или нет, но говорить, видео об этом есть. Валиде бук. Энти матиш закаю, боши. Так. Чем, я думаю, надо смотреть, где было это государство до этого и где они сейчас. И эти государства просят у Америки, а не Америка у них. Да, США имеет выгоду, но надо смотреть, что эта страна получила. Конечно, никто не является матерью Терезой. Соединенные Штаты Америки не являются, там, я не знаю, благотворительной организацией или какой-нибудь правозащитной организацией. Это очень серьезное, в военном плане самое мощное. А это не просто так, правильно? Это военные, это спецслужбы и так далее, и так далее. Конечно же, никто не будет делать ничего из-за того, что вы есть. Каждое государство, каждое преследует свои интересы. И нам нужно найти таких людей, найти такой ключик к Америке. Мы должны просить. А Америке зачем мы нужны? У Америки весь мир в очереди вот так стоит. Кто бы договорился и так далее. Да Бошвик, Вита, договорились, его уже нет, да. Я создам новые кадры и новых людей, так как старые себя не оправдали. Договорились, ночью это сила. Иду камел. Вот это серьезный разговор, Деон. Вот это другой разговор. Давай ждем, Деон. Все не могут быть в деле. Какой-то мизерный процент пассионарен в любом народе. Вот они и есть те, кто должны работать по всем критическим важным для народа направлениям. Но мы должны поддерживать этих людей, понимаете? Без нашей поддержки их не будет. Вот что. Мы должны поддерживать вот президиум правительства. Вот и все.
В свое время американское правительство поверило русским во главе с Ельциным, и мой родственник, у кого останавливался Авторханов, предупреждал о войне у нас дома. По телефону он сказал, что здесь уже решили, что что у вас будет, и просил Джохара предупредить. Это никто не отрицает выгоду этим странам, но как инвестор США тоже получает очень большую выгоду, и о том, что мы тоже чем-то США и Запад заинтересовать. Десятилетиями кормим, лечим иммигрантов, тратим миллиарды наших налогов. Аслан, да, однозначно нужны образованные люди, знающие свое дело. Совершенно верно, Фрейд. Без этого никак. Уже теперь поняли, что Рашки больше не должно быть. Да, Алмула, Аснабек, да, Алмула. Джохар Мусаевич Дудаев предсказал все про Украину. Что еще может сказать чеченец? Где благодарность? Благодарность, как улицы называют, если ты украинская благодарность. А так мы и сами должны быть благодарны тоже нашему президенту. Друзья, еще 5 минут и до 2 часов доведем наш стрим и закончим его. Машаллах, Шишан Боштет. Машаллах. Шишан. Ночи амац қитар бути. Қитар бон. Чеченцев предал этот мир ради газа и нефти Путина. Совершенно верно. Ну, знаешь, не только, но и в том числе, да. И в том числе, да. Машаллах, Шишахонг Мерзбу, да. Мы должны работать напрямую с США, а не на объедки русских, которые они будут из США получать для нас. Совершенно верно. Ассаламу алейкум, Аслан. Кто в конце концов прав, а кто нет? Как разобраться? Я насчет лидеров, активистов Ичкерии. Баркалва алейкум, ассалам, босс Хуга. Босс Хуга, я вот пришел к мнению, что вот у нас есть президиум правительства в лице там Ахьяда Эдигова и его товарищи. Так я предлагаю проводить детектор лжи, и нужно поддержать наш президиум и вот как-то в этом направлении двигаться. Другого выбора я не вижу. То, что делает так называемый премьер-министр, мы все видим, коллаборация идет полным ходом со всеми русскими. Сейчас уже открыто все это идет, и мы должны как-то разобраться в этом. Если мы не будем обращать на это внимание, смотрите, есть люди, которые говорят, ну давайте доедем до Чечни, пока Ахмед Закаев там нам управляет, рулит, давайте все поддерживаем, приезжаем, и там разберемся. Не разберемся мы там. Те, кто так говорит, те противники Кадырова. Они не хотят быть при власти Кадырова. Это согласен. Они могут быть как угодно, но они согласны остаться в составе России. Закаев то, что предлагает нам, он предлагает вот с Кутаевским коллаборацию, там, с Янгулбаевским и так далее. Это коллаборация с Россией. Значит, мы ни к чему не придем. Ни к чему. Мы вернемся под управление Россией. Это меня не устраивает. Ни в коем случае. Это предательство. Всех, я не могу на это пойти. Я не пойду на это. Плюс, ну, это невозможно, в принципе, по определению. Они просто зазря все это делают. Они не понимают.
мне там писали, что какие-то, это не твой дивизион, что какие там, какой-то там русский мне пишет. Наверное, это Резун, наверное, мне писал, Виктор Суворов. Потом я подумал, что это он мог быть, бывший ГРУшник. И они идут, какой-то у них супер, у них какая-то элитарная, там, высшая лига, они там что-то делают. Ничего они не сделают, ничего не сделают. Решать будет чеченский народ. Чеченский народ будет за правду и против России и русских оккупантов. И вот так только и будет. Только и так. Других у нас нет. Других нет. Давайте поддержать, давайте куда-то двигаться в этом направлении. И все. Ничего легко не будет, никто за нас не придет, там волшебник на вертолете не прилетит, не решит все наши проблемы. Решаем все сами. Все сами, только сами. Вот все, кто меня смотрит, вы не закрывайте, не говорите, вот сейчас там Аслан решит там, или там кто-то решит. Нет, вы все должны решать, мы все должны решать. Мы должны писать об этом, говорить. Я предлагаю провести детектор лжи всех, кто от нашего имени говорит. Рус-агент, тот, кто не проходит полиграф, ему даем табличку Рус-агент. Все. Любой блогер это, любой человек, который говорит от имени чеченского народа, за чеченский народ, все, ему присваиваем значок Рус-блогер, если он не проходит. Или провалил он, или отказался, присвоили Рус-блогер. Прошел детектор лжи, все, присвоили наш ичкериец. Работай, продолжай, да, будем помогать. Вот так должно быть. И вы все должны писать комментарии, это очень важно. Они специально троллей нанимают на это. А мы все должны это сами делать, добровольно. Вот как это должно быть. А чему мы должны стремиться? Свободная, независимая Чеченская республика Ичкерия, где мы сможем привлечь военных и политические силы фашистской России к уголовной ответственности за преступления против чеченского народа и государства. Деньги в мозги инвестирую, так как здесь большие возможности. Да, деньги нужно инвестировать в детей. Они наше будущее и старость. Да? Друзья, я на этом свой стрим закончу. Я, может быть, завтра проведу на чеченском языке еще стрим, потому что, или может быть уже в воскресенье, посмотрим, следите за анонсом. Посмотрим, может быть, до Марчак далее днем еще проведу. Посмотрим, как будет. Всего самого хорошего, друзья. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Слава Украине. И, Господи, благослови Америку. Дай ей сил победить и сломать хребет этой фашистской России. Ади кюэль маш оэль бюстер алюэль массера.